Знаете, так важно верить в то, что мы не ошибка Божия. Ошибка Божия, это вообще смешно звучит. Что мы не ошибка по жизни, по определению. Так важно в это верить, дорогие друзья, потому что когда мы пришли ко Христу, да, я понимаю, что мы что-то стали узнавать из Слова Божьего, мы что-то себе придумали в голове своей, у нас есть сценарий нашей жизни. Нам кажется, что было бы хорошо, чтобы у нас было вот так, или вот так, или вот так, или вот так. Мы придумали себе какие-то сценарии, но чаще всего бывает так, что вот наш сценарий, он не совпадает с Божьим сценарием, который написан в небесах о каждом из нас. И чаще всего с каждым из нас происходит одна и та же ситуация, когда мы понимаем, что все пошло не по сценарию нашему, не потому, как мы предполагали. У нас могут быть какие-то расстройства, мы можем сердиться даже на Бога, мы можем быть расстроены на жизнь. Нам может казаться, что мы неудачники, нам может казаться, что мы какие-то странные люди, левые люди, которые совершенно случайно оказались в Царстве Божьем, которые совершенно случайно оказались среди этих прекрасных, добрых людей, у которых все хорошо, а только у меня одного чудака какие-то проблемы. Кто из вас когда-нибудь так думал? Это большинство из нас, мы проходим этот период жизни. Этот период жизни может быть как вспышка, этот период жизни может быть очень затяжным, мы можем очень долго в этом находиться. Но, друзья, единственное понимание того, что Бог меня избрал, что я не ошибка, единственное понимание, когда я читаю из Писания, что у Бога был план обо мне еще до моего создания, что когда я пришел ко Христу, это не был даже мой план или мой выбор, это не была моя какая-то, вот многие хвастаются тем, что мы такие хорошие, мы нашли Христа. Нет, это Христос нашел нас. Это у Христа был какой-то план о нас, и Он достучался до каждого из нас. Кто-то, слава Богу, родился в христианской семье, и вы с детства слышали какие-то вещи, но это тоже не случайно, что именно вы родились в христианской семье. Кто-то, как я, принял Христа в юном возрасте, мне было 18 лет, я пришел ко Христу. Кто-то пришел ко Христу уже глубоко, в зрелом, взрослом таком состоянии, когда у тебя уже большой багаж и большой опыт жизненный, в том числе греховный опыт. И мы можем жалеть о каких-то вещах, мы можем страдать о каких-то вещах, но я хочу тебе сказать, выдохни, просто скажи: Бог, спасибо тебе за то, что ты нашел меня вовремя, таким, какой я есть, я дорог для тебя, и это был твой план. Это так радостно осознавать. Когда мы говорили в прошлый раз о помазании, я хочу снова напомнить вам эти два места Писания. Первое место Писания у нас из 1 Иоанна. И второе место Писания из послания к Коринфянам. Это места Писания, где апостол Иоанн и апостол Павел, они говорят о том, кто мы такие и что Бог сделал для каждого из нас. Второе послание к Коринфянам я читаю, 1 глава, 21 стих. Давайте так, я не читаю, я напоминаю вам, потому что мы в прошлый раз говорили с вами об этом. Бог делает и нас, и вас непоколебимыми во Христе. Но это не главное. Это важно, но не главное сейчас. Дальше. Он совершил над нами помазание. Мы, ты и я, мы получили Божье помазание. И это такая привилегия и такая честь, которой Он одаривал только 3 категории людей в ветхие времена, во времена до Христовы. Это были единицы людей, которые были помазаны. Сегодня это честь, что мы попали в эту когорту совершенно избранных, совершенно невероятных людей, которые помазаны Богом. Помазание – это способность слышать голос Божий, это отделение для Божьей судьбы, для Божьего предназначения. И третье – это невероятные сверхъестественные способности, чтобы это предназначение исполнить. Мы говорили об этом в прошлый раз. Иоанн говорит, или он вторит, можно сказать, апостолу Павлу, и он говорит: вы получили помазание от святого, и у всех у вас есть знание от этого помазания. Друзья, это такая честь, о которой я хотел бы, чтобы мы сегодня снова размышляли. То, что Бог сделал с каждым из нас, Он помазал нас. И это вещи, которые, во-первых, ты никогда бы не заслужил своим добрым поведением, праведным поведением. Ты никогда бы не купил никакими деньгами, богатствами мира, какими-то, какими-то ценностями, которые сегодня ценны для этой земли. Ты бы никогда не смог
это купить. Это пришло, потому что Его избрание на тебе и на мне. Я хотел бы, чтобы мы еще больше посмотрели. Мало того, что помазание, оно внутри нас. Если мы просто оторвем помазание от того, кто помазывает, мы будем немножечко сильно в обольщении будем. Потому что помазание, оно не пришло само по себе. Оно не пришло отдельно от Бога. В нас поместился Дух Святой, который въехал с этим помазанием. Он въехал жить в твое сердце с этим помазанием. Если раньше, до Христова время, цари, пророки и священники были помазаны снаружи, и знак помазания над ними проявлялся в виде масла, которым помазывали их голову, их лоб, то сегодня, елей помазания было такое понятие, то сегодня это помазание внутри тебя, и это помазание вместе с тем, кто это помазание распространяет, вместе с Духом Святым. Ты стал сегодня храмом Духа Святого, и Дух Святой поселился внутрь тебя. Знаете, вот сейчас я говорю о вещах, которые логически невозможно понять. Это вещи, которые вне нашего мозга. Потому что нам так трудно понять или так трудно принять, что когда я сказал: дорогой Дух Святой или дорогой Иисус, я признаю Тебя своим Господом и Спасителем, войди в мое сердце. Многие из нас, большинство из нас, мы молились такой молитвой, это называется молитва покаяния еще. Когда мы сказали эти слова, вот именно в этот момент со всем своим багажом Христос и въехал в нашу жизнь. Через Духа Святого. Знаете, это то, с чем борется наш практичный, логичный ум, которому очень сложно понять очень много вещей. Ему сложно понять, как у Бога нет ни конца, ни начала, Он без времени вообще. Его никто никогда не сотворил, его никогда не закончится. Людям сложно понять, что значит вечная душа, она никогда не умрет. Как это? Как это? Людям очень сложно понять, как можно находиться, хотя здесь уже проще. Спасибо технологиям, да? Мы можем находиться здесь и при этом оказываться где-то на другом конце мира, если так можно сказать. Дух Святой внутри нас. Я хочу, чтобы ты это подчеркнул у себя в голове. Матфея 10 глава, 20 стих. Написано так, что уже не вы будете говорить, а Дух вашего Отца будет говорить. Здесь важное слово. Вернул евангелист Матфей. В тебе будет говорить Дух Отца. В смысле? Когда ты принял Христа, внутрь тебя поселился Дух Святой. Поэтому апостол Павел говорит: вы теперь храм Духа Святого. Вы теперь носители помазания. Вы теперь сегодня являетесь жилищем, в котором поселился Бог, в котором поселился Дух Святой. И Христос живет внутри нас, Христос проявляет себя внутри нас, и Он говорит через нас. Вау! Христос действует через нас. Христос касается других людей через нас. Почему мы на людей руки возлагаем? Потому что мы хотим, чтобы через наши руки к людям прикоснулась сила Божия, которая внутри нас Христом здесь живет. В смысле, как же так? Христос же вроде бы Он там сидит на небесах по правую руку от трона Божьего, и Он ходатайствует за нас. А вот так. Есть вещи, которые я тебе не могу объяснить. Это не значит, что Христос разделился. Это не значит, что Христос, Он, знаете, стал таким, на маленькие части разделился и во всех поселился. Нет, Он везде один и тот же. Он просто живет во всех. Вау. Я не знаю как. Спасибо. Духом Святым мне подсказывают как. Духом Святым. Халилуя! Теперь я знаю, как Христос живет в нас. Духом Святым. Еще одна вещь. Колоссянам 1:27. Удивительно. Вот здесь написано так. Вообще послание к Колоссянам мы в последнее время с Алиной каждый день перечитываем. Мы утром собираемся, что будем читать? Давай Колоссянам. Мы ее вчера читали, и позавчера эту книгу читали. Там всего лишь 4 главы. Мы прочитываем все эти 4 главы уже несколько дней подряд. И сегодня, как вы думаете, мы какую книгу читали? Очень простая. Очень без заворотов, наворотов, но настолько глубокая богословская книга. Невероятно. И вот здесь написаны такие слова. Смотрите, 1 глава, 27 стих. Бог захотел открыть им, как великое для язычников богатство славы этой тайны. Кому им, подскажи? Бог захотел открыть людям,
нам, как велико для язычников богатство славы этой тайны. То есть Бог какой-то секрет захотел открыть. Бог захотел открыть какую-то тайну. Если вот ты дальше не прочитал, я тебе хочу задать вопрос. Как ты думаешь, о какой тайне идет речь? О каком секрете? То, что было сокрыто в веках, было спрятано, было непонятно для огромного количества людей, которые, может быть, соприкасались с христианами, и им никогда это не было понятно и непонятно до сих пор, что значит «Христос живет в вас». Это вот этот как раз-таки тот самый секрет, который невозможно кому-то передать просто на уровне логики, на уровне ума. Сказать, да, вот во мне живет Христос. Любой человек, рядом с тобой живущий, не знающий Царства Божьего, не знающий личности Божьей, он скажет, ты дурак. И он будет прав со своей позиции, потому что это тайна для этих людей, это секрет для этих людей. Но Христос поселился в нас, и Он наша надежда на будущую славу. Внутри меня Христос живет. И это, друзья, и это не просто какой-то оборот речи богословский. И это не просто вещи, которые надо понимать в переносном смысле. Это вещи, которые случились с тобой и со мной. Апостол Иоанн снова говорит в 4 главе своего первого послания, в 4 стихе. Дети, вы от Бога. Этот мужчина был уже достаточно старый, и он мог обращаться ко всем людям как дети. Вы от Бога, и вы победили лжепророков, потому что тот, кто в вас. Тот, кто где? В смысле? Апостол Павел говорил, это же в переносном каком-то смысле. Знаете, вот многие люди, когда они читают вот места Писания, которые им непонятны, чисто с логической позиции, они говорят, ну это надо понимать вот в таком ракурсе. Но, друзья, очень многие вещи надо просто понимать так, как они записаны в Библии. Не надо для этого заканчивать богословских семинарий, не надо для этого ходить в какие-то университеты, не надо для этого даже 11 лет учиться тупо в школе. Это поймет ребенок. Когда Бог говорит о том, что внутри нас поселилась не просто какая-то частичка неба. Христос заехал внутри нас, Он живет внутри нас. И Он въехал со своими чемоданами благословений внутрь тебя, со всеми дарами, с силой Божией, с помазанием, с новой судьбой, с новым ДНК. И это все живет в твоем духе. И твой дух ожил только благодаря тому, что внутрь него въехал Христос, и ты начал соприкасаться с живым Богом внутри своего духа. Я сегодня хочу поговорить о некоторых вещах, которые связаны с помазанием. И с тем, как мы иногда пренебрежительно относимся к этой важной вещи, которая живет внутри нас. Не зря апостол Павел говорит, например, в послании Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Там сказано так, духа не угашайте. То есть какое-то действие в нашей жизни, благодаря которому мы можем угасить или погасить помазание Духа Святого. Классно было бы, если бы ты подписал это себе, как-то подчеркнул, выделил это. Потому что вот здесь многие христиане превратились в религиозных деятелей. Они просто превратились в религиозных людей, которые больше не слышат голос Божий, которые больше не ведомы помазанием Духа Святого, потому что они сделали какие-то вещи, которые загасили пламя Духа Святого в их сердцах. Что такое угашать? Это тушить. Тушить. Например, что-то горит, и ты берешь мокрое одеяло, бросаешь на это, и только вонючий дым остался от этого огня. И только, знаете, вот этот вот религиозный, противный запашок остался. И вот эти вот религиозные люди, их огромное количество сегодня, они считают, что то, как они живут, то, что они делают, это правильно. Но правильно только тогда, когда ты читаешь Слово Божие. Это Слово Божие оживотворяет Дух Божий внутри тебя. И Он побуждает тебя это Слово Божие делать. Ты покорен Ему. И только тогда ты будешь жить по вере. Все остальное, друзья, это формы, правила, ритуалы. Это все мертвое, это то, что не нужно Богу. Богу нужно, чтобы, читая Слово Божие, я соединял бы его с тем помазанием, которое внутри меня, которое говорит, что мне делать, куда мне идти, как мне поступать. Когда я угашаю Духа Святого внутри себя,
Я просто раз за разом говорю Духу Божьему этим самым, что мне не нужен ты. Я не хочу жить с тобой. Я хочу жить так, как мне говорит мой ум, так, как мне выгодно, так, как мне комфортно, так, как мне на сегодняшний день более доступно. И ты в этот момент, ты как будто бы говоришь, знаешь что, Дух Святой, ты стой здесь, живи своей жизнью, а я буду жить здесь. И я буду жить так, как я это вижу. Но знаете, мы очень странные люди, когда у нас трудности, когда у нас проблемы, мы почему-то начинаем бежать к Нему и говорить: Дух Святой, помоги. Слава Богу. Если ты еще при этом скажешь: Дух Святой, прости меня, что я был непокорен и непослушен, Он простит и поможет. Потому что Он не оставит нас, потому что Он внутри нас, потому что Он хочет, чтобы каждый из нас, мы стали бы Его покорными слугами, людьми, через которых Он сможет проявлять себя. И знаете, когда я говорю о том, что мы должны быть людьми, через которых Дух Святой хочет проявляться, многие люди почему-то думают, что это касается только служения. Нет, это касается всего. Поэтому Библия, например, она прописывает вещи, связанные с нашим бизнесом. Библия поэтому говорит о семьях, Библия поэтому говорит практически обо всех сферах жизни, о сексе. Все это прописано в Писании. И во всех этих сферах Бог хочет прийти туда Духом Святым. Он хочет, чтобы ты знал, что говорит об этом Писание. И Дух Божий будет использовать Писание и будет тебя наставлять, учить, как поступать. Он будет тебя побуждать на какие-то вещи. А на какие-то вещи будет гореть красный свет, где Он будет говорить: нет. Нет, не делай так, не поступай так, не говори так, не ходи туда, не общайся с этим человеком, выкинь эти контакты, заблокируй вот этих вот людей. Просто абстрагируйся, отдались вот от этой компании или от этих общений, потому что это то, что разрушает тебя духовно. Друзья, так важно просто не угашать Духа Святого, а быть Ему покорными. Так хочется, чтобы сегодня мы как церковь, мы бы сегодня ценили это Божие присутствие и делали бы все, чтобы не угашать Духа Святого. А если мы угасили Духа Святого и сделали вещи, которые Ему не нравятся или с которыми Он не согласен, просто прийти к Нему и сказать: ну извини, мне так было удобно. Нет, не так сказать. Ну извини, это у меня жена ступила, я вот ей ответил. Нет, не так сказать. Просто сказать: прости меня. Не надо Духу Святому наших оправданий. Не надо Духу Святому, чтобы мы в роли адвоката самого себя выступали. Я потому, а вот там, да просто скажи: прости меня. Я был неправ, я был непослушен, я не сделал то, что ты хотел, я по-своему поступил. Просто скажи это так, как это есть, так, как это было, и Он тебя простит. Он тебя очистит от всякой неправды и больше никогда не будет носом тебя в это тыкать и вспоминать об этих вещах. Ефесянам 4 глава, 30 стих. Апостол Павел немножко с другой стороны говорит о тех же самых вещах. Он говорит: не огорчайте Святого Духа. Огорчать — это стеснять, тяготить, печалить, терзать или мучить. Знаете, вот, как мы можем мучить Духа Святого? Во-первых, Он святой. И Ему противно, к примеру, да, Алина говорит, с сериалами, Ему противно, когда мы, например, смотрим блогеров, которые матерятся. Прикинь, Ему противно это. Это для твоих ушей нормально. Это может быть для мира, для этого сегодняшнего нормально. Но Писание говорит о слове сквернословия. В других местах переведено это как богохульство. Когда ты сам сквернословишь, когда ты участвуешь или принимаешь участие, или ты просто слышишь это и не уходишь оттуда, или не просишь, чтобы человек прекратил с тобой разговаривать на таком языке, или ты продолжаешь, например, этого любимого блогера ежедневно просматривать, я тебе могу сказать, ты огорчаешь, ты терзаешь внутри своего сердца Духа Святого. Дух Святой терзается, когда ты врешь, Дух Святой терзается, когда ты живешь в горечи или в обиде. Когда твои уста полны гнева и ненависти по отношению к другим людям. Сколько раз, я знаю по себе, сколько раз я просто терзал сердце Божие, терзал голос Духа Святого, терзал Его сущность, его натуру внутри себя, просто потому что я вел себя как обычный человек, который привык поступать по плоти. Который привык говорить злые слова, который привык вот эти вот свои какие-то реакции, какие-то свои эмоции выплескивает на других людей. Библия говорит таким образом, мы просто терзаем, мы мучим того святого, который внутри нас поселился. Знаете, вот когда мы что-то говорим, когда мы кого-то слушаем, когда мы находимся в каких-то общениях, когда мы ржем над какими-то шуточками,
Когда мы, знаете, просто расскажи, что там было. Вот эти вот сплетни, мы прям впитываем их, мы впитываем вот эти вот все россказни о других людях. Я тебе могу сказать, спроси сам себя, Дух Святой, тебе тоже интересно так же, как и мне это? Если я читаю ту же самую Библию, которую ты читаешь, я навряд ли тебе могу подтвердить, что в этот момент Дух Святой вместе с тобой ржал. Он говорит, мне было противно, потому что это оскверняет, потому что это делает тебя нечистым, это делает тебя просто подобным этому скверному миру, который сегодня вот такой гигантской толпой идет в ад. Помните, как Иисус говорил про людей, которые отправляются в ад? Он говорит, вы стесняете сегодня людей этого мира. И он говорит, это лукавый род и прелюбодейный. Вот все, чем живут большинство людей, вот все, чем живет сегодня, знаете, вот большинство людей, которые нас окружают. Лукавство и все, что связано вот с нечистотой всеразличной. И это Дух Святой, Он очень сильно хотел бы просто, чтобы мы не можем выйти сегодня из этого мира, мы не можем поселиться в монастырях, мы не можем построить себе монастырь и сказать, все, халлелуя, это наша святая земля. Многие люди пытались это сделать, но это не путь Божий. Апостол Павел говорит, мы не можем из этого мира выйти, но мы можем отделить себя от общения с этими людьми. Мы можем, если мы, например, приходим в общение с такими людьми, мы можем на них светом влиять и не позволять, чтобы они влияли какой-то тьмой на нас, чтобы они оскорбляли те какие-то святые чувства, которые мы питаем по отношению к чему-то. Две истории сегодня мне пришли на ум. 50-й Псалом. Это история человека, который был невероятным образом помазан Богом. Мы в прошлый раз вспоминали про этого человека. И вот этот 50-й Псалом начинается таким образом. Это история человека, который упал, и он начинается таким образом. Дирижеру хора, Псалом Давида. Когда пророк Нафам пришел к нему, после того, как Давид согрешил с Вирсавией, вы все знаете эту историю. И если бы, вот знаете, если бы просто это было, вот как здесь написано, Давид согрешил с Вирсавией, Давид накуролесил. Давид столько всего натворил. Мало того, что он там сначала были похоти, потом эта похоть превратилась в реальный блуд с замужней женщиной. Потом было такое хитромудрое лукавство, как бы уничтожить, как бы подставить того мужчину, который был на войне в это время, как бы его подставить так, чтобы все подумали, что ребенок, который родится у этой женщины, был бы от него, не получилось, не срослось, ну тогда что, нет человека, нет проблемы. Здесь написано, когда Давид согрешил с Вирсавией, когда Давид накуролесил. Это был достаточно длительный процесс его вот этих вот замыслов, он эти замыслы реализовывал не в течение одного дня. И это все очень длинно происходило. И вот здесь интересный псалом, как молится этот человек Божий, когда к нему пришел пророк, обличивший его. «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви». Однозначно он не стоял сейчас на своих двух лапах, как я стою. Он на 4, как минимум, конечностях стоял, а скорее всего он был распростертый перед Богом. Он ревел, плакал и говорил: «Боже». В сокрушении сердца это была его молитва. И он говорил: «Помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда передо мной. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем». Послушайте, какие слова этот человек говорит. И он говорит: все, что ты мне сейчас скажешь сделать, я сделаю. Все, любой суд, который ты объявишь обо мне, ты справедлив, ты имеешь право, и я соглашусь с этим судом. Знаете, этот человек был настолько сокрушен, но дальше мы читаем. Он говорит какие-то вещи о себе, там: «Я грешником родился, грешным зачала меня моя мать». Ну, как же без этого адвокат и в нем проснулся? Чуть-чуть совсем, буквально на 1 стих. Но дальше опять он вспоминает, перед кем он находится. Знаете, вот дай Бог, чтобы у нас на 1 стих всего лишь возникал этот противный адвокатишка дьявола, который живет внутри нас, который нас выгораживает. Ну я же всего лишь, чуть-чуть там эту порнушку посмотрел. Я-то знаю некоторых чуваков, которые там по неделям сидят, тусят там сутками в этом во всем. И говорят об этом. Я-то не такой. Мы знаем, как себя оправдать.
Мы знаем, какие слова сказать, чтобы таким образом как-то легче почувствовать свою вину. Не делай этого, потому что это тебе вообще не поможет, и это глупо. И дальше написано так. Он продолжает молиться. Ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью в тайне. Дальше. Очисти меня исопом, и буду чист. Омой меня, и стану белее снега. Он обращается к тому, кто может это сделать. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости, тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце Божие и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня твоего Святого Духа. Для этого человека было что-то ценное в жизни. Ни одного слова о богатстве. Ни одного слова о влиянии. Ни одного слова, знаете, а что подумают про меня люди? Господи, сделай так, чтобы не было нескольких глав в первой книге Царств о том, как я нагрешил, о том, какой я тупой. Сделай так, чтобы люди просто забыли об этом, и чтобы никогда про меня это не упоминалось. Пусть про меня будет упоминание, что я $1 миллиард, там 10, 20, 100 миллиардов долларов пожертвовал на храм, и больше ничего плохого. Пожалуйста, ни одного упоминания об этих мотивах. Это человек, который понимал ценность помазания. Этот человек ценил вещи Божии. И этот человек ценил то, что было дано ему с небес. И он понимал, что то, что он наделал, то, что он натворил, это огорчает, это унижает, и это фактически отталкивает Духа Божьего от его жизни. И он молится: сердце чистое во мне сотвори, и дальше не отвергни меня от себя и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения, и Духом владычественным поддержи меня. Это человек, который осознавал, что он сделал. Его молитва сокрушения, его молитва покаяния, она фактически здесь несет в себе такой смысл: Господи, я понимаю, кто я. Я понимаю, насколько я червь пред Тобой. Я понимаю мерзость совершенного того, что я сделал перед Тобой. Но я прошу Тебя об одной только милости. Пожалуйста, не отврати от меня или не отверни от меня своих глаз, своего лица, и не отбери у меня помазания Божьего. После прочтенного того, что ценил этот человек, что было дорого для него, что было ценно для него, я одну вещь понимаю, что этот человек, если бы Бог ему сказал: знаешь что, давай поменяемся, я оставлю помазание, но ты отдашь всю власть и станешь никем. Вообще, все вот свои царские погоны я сниму с себя. Просто ты будешь человеком, который знает меня. Это человек, который говорил: да для меня лучше один день в Доме Господнем. Лучше один день под помазанием, чем 1000 лет с погонами царя. Это человек, у которого была ценность вещей Божьих. Друзья, что ценно сегодня для нас? Как легко мы меняем Божье, как легко мы меняем небесное на что-то мелкое, земное, что завтра закончится, оно завтра пройдет. Как часто мы договариваемся с Богом, потому что нам это неудобно, нам некомфортно то, что Бог хочет от нас. Нам это просто не подходит по нашему какому-то статусу, который мы себе выдумали. Я помню, однажды я поймал себя на мысли, что мне стыдно проповедовать Евангелие, потому что у меня якобы какой-то статус в том окружении, в котором я нахожусь. И я этот статус потеряю, человеческий статус. И я встал на колени и сказал: Бог, это такая глупость, и в Твоих глазах это такая мерзость. Я поменял Твое призвание, я поменял вещи небесные, я поменял важность проповеди Слова Божьего на какие-то свои позиции, которые якобы я заработал. Я сказал: Бог, дай мне возможность каждому из этих людей говорить и проповедовать Слово Божие. Слава Богу, Господь всегда слышит такие молитвы. И знаете, этот человек, я думаю, Давид, он помнил своего предшественника, того, который потерял помазание Божье, того, который отказался от Божьего помазания. Давайте историю этого человека прочитаем. Самуил сказал Саулу. Самуил это Божий пророк, а Саул это первый царь Израиля. И вот пророк это прообраз Духа Святого. Это у нас сегодня, когда ты читаешь, что пророк кому-то что-то сказал, это прообраз того, что Дух Святой говорит сегодня церкви или говорит сегодня лично тебе. И вот Дух Святой фактически сказал Саулу: я тот, кого Господь послал помазать тебя царем над народом Израиля. Выслушай
же теперь весть от Господа. Так говорит Господь сил. Я накажу амаликитян за то, что они сделали Израилю, преградив путь израильтянам, идущим из Египта. Ступай, напади на амаликитян и полностью уничтожь все, что им принадлежит. Полная инструкция от А до Я. Не щади их, предай смерти мужчин и женщин, детей и грудных младенцев. Пожалуйста, не задавайте мне сейчас вопросов, почему Бог такой жестокий. Мы сейчас не об этом, хорошо? И те, кто в комментах там чего-то пишут или смотрят, мы сейчас не об этом. Здесь просто ему была своя инструкция выдана. Сегодня Бог тебе не даст такую инструкцию кого-то уничтожить, потому что наша война не против крови и плоти. Тогда было иначе. Так вот, не щади их, предай смерти мужчин и женщин, детей и грудных младенцев, волов и овец, верблюдов и ослов. Саул призвал народ, собрал их в тело ими 200 тысяч пеших воинов и 10 тысяч воинов из рода Иуды. Саул подошел к городу Амалика и устроил засаду в долине. Он сказал кинеям: уходите, оставьте амаликитян, чтобы я не истребил вас вместе с ними. Ведь вы оказали милость всем израильтянам, когда они вышли из Египта. И кинеи ушли от амаликитян. Саул разбил амаликитян на всем пути от Хавилы до самого Шура, что в Восточном Египте. Он взял Агага, царя амаликитян, живым, а весь его народ полностью истребил мечом. Красавчик? Да красавчик. Но Саул и его войско пощадило Агага. У тебя была инструкция от Духа Святого. От А до Я расписано, что нужно было сделать с ним. Они также оставили лучших овец и волов, жирных телят и ягнят. Все, что было ценно. Они не хотели все это уничтожать. Ослов, конечно же, оставили. Это же машина того времени. Надо же передвигаться. Но все слабое, плохое они уничтожили полностью. Будешь кушать. А то все равно выкидывать, да? Это вот из этой оперы. Тогда к Самуилу было слово Господа. Это Бог говорит: я жалею, что сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не выполнил моих наставлений. Бог пожалел о каких-то решениях, которые он когда-то сам делал. Самуил разгневался, всю ночь взывал Господу. Рано утром Самуил встал, чтобы встретиться с Саулом. Но ему сказали: Саул ушел в город Кормил. Послушайте, что он собрался там сделать. Там он поставил себе памятник. Я же красавчик. Я же всех победил. Ну и что я Агага сохранил? С каким профитом мы вернулись? У нас куча новых машин. У нас бюджет вот так вот пополнился. Он поставил себе памятник, Карл. Ты серьезно? Он в своих глазах был настолько крут, ему казалось, что он такие вещи совершил, а у Бога совсем другое мнение об этом человеке было. Иногда мы, знаете, сами собой горды в каких-то вещах. Иногда мы так сами себя возносим, а помазание внутри нас говорит: ты вообще натворил, ты сделал вещи, которые противны мне. У тебя была риторика противная мне. У тебя вот все, что ты делал, это было ради тебя, ради твоего кайфа, ради твоей позиции, ради твоей крутизны. Это ты делал, потому что у тебя мотивы испорченные. И да, может быть, ты сделал Божьи вещи. Как часто люди сегодня служат для Христа, чтобы себя прославить, чтобы себя возвысить, чтобы показать остальным, какой он крутой. И он вообще не думает о пользе для церкви или для тела Христова. Затем он спустился в Гилгал, после того, как памятник поставил. Я думал, он селфи сделал, нормально, сердце успокоилось, я и мой памятник. И когда Самуил нагнал его, Саул сказал: да благословит тебя Господь. Я выполнил наставление Господа. Но Самуил сказал: а почему же я тогда слышу блеяние овец и мычание волов? Саул ответил: да это воины привели их от амаликитян. Кто? Они пощадили лучших овец и волов, чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу. Но все остальное мы полностью уничтожили. Хватит, сказал Саулу Самуил. Я скажу тебе то, что прошлой ночью сказал мне Господь. Говори, ответил Саул. Самуил сказал: не стал ли ты главой родов Израиля, хотя сам когда-то невысоко себя ставил? Господь помазал тебя царем над Израилем. Господь послал тебя с поручением, говоря: пойди и полностью истреби этих грешников, амаликитян. Веди с ними войну, пока не уничтожишь их.
Почему ты не послушался Господа? Почему ты бросился на добычу и совершил зло в глазах Господа? Но я же послушался Господа, сказал Самуил. Я отправился исполнять поручение, которое дал мне Господь. Я полностью истребил амаликитян и привел их царя Агага. А вам не кажется, дорогие друзья, что вот этот человек, то, что было ценно для Бога, променял на то, что было ценно для него? Овцы, валы, Агаг в плену. А у него род богатый, хотя они выбили там амаликитян. А кто знает, может быть, за него выкуп дадут. Он царь как-никак. Соберутся всем оставшимся золотом. Какой-то профит я и оттуда получу. Он такой же обычный человек, как и большинство людей в мире, который думает вот этими стандартами профита. А что мне будет от этого? А сколько я с этого поимею? Сколько я с этого получу? Знаете, вот здесь Самуил говорит такие слова. Разве всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, сколь послушание Господу, голосу Господу? Это вопрос, который до сих пор висит в воздухе для всех верующих. Ты думаешь, что есть какие-то вещи более приятные для Господа, чем послушание Его голосу? То тогда ты на опасном пути. Ты в обольщении, ты тупишь просто. Давайте простыми словами. Это глупость, самая великая глупость, если ты думаешь, что есть для Господа в твоей жизни что-то более важное, чем когда ты Ему послушен. Послушание лучше, чем жертва. Повиновение лучше жира баранов. Неповиновение подобно греху ворожбы. И гордость греху идолослужения. Так как ты отверг слово Господа, то и Он отверг тебя как царя. Это приговор, Карл, все. Саул говорит Самуилу: я согрешил, ладно, братан, все, ты доказал, ты красавчик, ладно, так уж и быть. Я нарушил повеление Господа, твои наставления. И он дальше объясняет, почему это все произошло. Я боялся народа, ага, и поэтому я уступил им. Но теперь я молю тебя, прости мой грех. И вот здесь самое главное: и вернись со мной, чтобы мне поклониться Господу. Но не Господу он хотел поклоняться. Дальше мы сейчас увидим, что он хотел. Самуил сказал ему: я не вернусь с тобой. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя как царя над Израилем. Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул схватил его за край верхней одежды, и она порвалась. Самуил сказал ему: сегодня Господь вырвал у тебя царство Израиля, отдал его одному из твоих ближних, тому, кто лучше тебя. Слава Израиля не лжет и не передумывает, ведь он не человек, чтобы передумывать. Саул ответил опять. Песня та же самая. Я согрешил, но, пожалуйста, окажи мне уважение перед старейшинами моего народа и перед Израилем. Что скажут люди? Вот лозунг, которым двигался этот человек. А что подумает про меня Израиль? А что скажут про меня старейшины? Да, ну там вообще по барабану, что там Бог думает про меня, по барабану, что Бог решил, что я больше не буду тем, кто я есть, по барабану, что Бог отверг меня, что Бог, знаете, оторвал от меня помазание, что Бог мной недоволен в конце концов. Это не так страшно. Что скажут люди? Кому-то это знакомо. И как часто мы водились именно этими чувствами, именно этим лозунгом, именно этим девизом. И причем мы боялись людей, например, которых сегодня уже нет. Но мы продолжаем бояться каких-то других людей. Мы продолжаем ходить сегодня перед мнением каких-то людей, которые сегодня навязывают нам свои какие-то взгляды. И нам так важно, чтобы они нас одобрили. Мы пытаемся одобрение от этих людей получить. Помните, с чего я начал? Иисус говорил: какая вам разница? Вы смотрите на это общество, а большинство этих людей, они идут сегодня в ад, потому что это род лукавый и прелюбодейный. И знаете, два человека, вот смотришь на этих людей, и два человека в церкви, и два отношения в церкви. Одни очень ценят то, что Бог сделал. Одни по-настоящему трепетно относятся к каким-то божественным свершениям в своей жизни. Для них важно, что подумает Господь. Для них важна оценка Божия в их жизни. Для них важно угодить Господу. Они живут ради того, чтобы угождать Ему каждый день своей жизни. А другие люди, они и пользуются какими-то вещами Божьими, и вдруг что-то сделали неправильно. И они как бы, на изи все.
Пойду дальше, какая разница? Все живут, и я буду жить. И ты разговариваешь с этими людьми, ты говоришь какие-то вещи, ты говоришь о страхе Божьем, ты говоришь о том, что Бог, Он оставил этого человека, этот человек развернулся и пошел своей дорогой. И ничего, он же продолжил жить. И многие люди говорят, ну ничего, а очень много людей вокруг меня живут же спокойно. Они же живут своей жизнью. Что будет со мной? Ничего страшного. Ты смотришь на этих людей, ты недоумеваешь. А для тебя разве никогда не было важно Божье присутствие? Для тебя никогда не было важно, что думает про тебя Бог? Для тебя никогда не было важно вот это вот понимание трепета перед Богом, понимание того, что я хожу перед святым, всемогущим Богом? Все, о чем я говорю сегодня. И то, с чего я начал. Каждый из нас, мы помазаны Богом. Но апостол Павел не зря говорит, друзья, не угашайте Духа Святого. Если даже вы угасили, сделайте все, чтобы вернуться к сердцу Божьему. Сделайте все, чтобы вернуться к Его Господнему присутствию. Если ты был непокорен в каких-то вещах, это, знаешь, это не надо там копать что-то в твоей жизни. Это всегда на поверхности. Если ты спросишь, Дух Святой, я хочу быть ближе к тебе. И Дух Святой скажет, знаешь, вот эти вещи я тебе уже столько раз говорил. Я хочу, чтобы ты это изменил. И Он тебе снова напомнит. Это мы гордые. Мы одному человеку что-то сказали один раз, я не буду с ним разговаривать. Чмо последнее. Дух Святой любит нас. Мы Его дети, мы Его драгоценность. И Он снова и снова, когда мы обращаемся к Нему, Он снова и снова говорит, сын мой, я хочу, чтобы ты изменил свое отношение, чтобы ты оставил какие-то вещи. Ему несложно тебе напомнить это. Но Он продолжит стоять в стороне, если ты продолжишь все равно поступать по-своему. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы были церковью людей, которые чтят, ценят, я не знаю, трепещут пред Божьим присутствием, пред Ним, великим святым Господом. Это не обязательно какая-то, знаешь, позиция. Многие люди думают, что трепетать перед Богом – это каждый день стоять на коленях. Нет. Это тоже не помешало бы. Но если вдруг ты не можешь стоять на коленях там, из-за каких-то своих физических сложностей, не в этом проблема. Проблема в том, что мы не можем свое сердце перед Ним преклонить. Проблема в том, что мы упорные, и мы хотим делать то, что мы хотим делать. И как нам это выгодно, и как нам это удобно. Давайте станем сегодня церковью людей, которые чтят Божие призвание, Божие помазание, которые чтят те божественные вещи, которые мы сегодня имеем. Мы иногда не ценим очень важные вещи. Мы на какие-то простые мелочи, которые ценит этот мир, мы так легко обращаем внимание. Там человек приехал на новой машине, или у человека новые кеды. Мы так обращаем внимание. Кто-то завидует, кто-то радуется, кто-то говорит, о, какой он. Бог обращает внимание на что-то внутри нашего сердца, на сокрытые вещи, которые никто не знает, никто не видит, кроме тебя и Духа Святого.